Мы имеем извещение от ресурсоснабжающей организации в лице УГР Сахатранснефтегаза об ограничении ряда домов городского округа город Якутск. У нас 380 с лишним домов имеет износ по газовому оборудованию. Сегодня в повестке дня стоит 60 с лишним домов. Первые ограничения уже пошли. Здесь нужно понимание жителей и управляющих компаний, которые обслуживают данные дома, для того, чтобы взаимодействовать с УГР Сахатранснефтегазом и, конечно же, из ситуации выходить. Мы, конечно, как орган местного самоуправления не стоим, как говорится, на стороне. В организационных моментах будем участвовать и в разъяснительных моментах. Об этом газовики давно предупреждали нас и говорили, мы обсуждали это на наших планерках, да, по городскому хозяйству. Выход один – это надо разговаривать, проводить работы. У нас аналогичная ситуация была на Халтурине в весенний период, и жители это поняли и сами эту ситуацию сняли. Ну, а учитывая, что оно такой, скажем, имеет глобальный характер, да, не все управляющие компании это понимают, и не все жители, не для всех жителей эта работа подъемная. И мы уже совместно с руководством Сахатранснефтегаза на уровне главы города Якутска Арсения Сергеевича проводили совещание, где по итогам совещания вышли профильное министерство для того, чтобы были инициированы или создана рабочая группа для того, чтобы снять эту назревшую проблему. И сегодня уже эта работа начата на уровне министерства. Гаврил Прокопьевич Левин уже проводил ряд совещаний. И на завтра тоже запланировано совещание для того, чтобы иметь системный характер выхода из этой ситуации. Мы видим, какой выход через фонд капитального ремонта, и участие самих жителей, возможно, через заложение в бюджет определенных средств для того, чтобы быстрее решить эту проблему. На сегодняшний день ни у нас, ни в других источниках эти средства не заложены. Сегодня жители сами должны выходить из этой ситуации. Часть муниципальных квартир, это, конечно, ответственность несет окружная администрация, и мы будем изыскивать средства. Понятно, что в части своих полномочий. Само техническое диагностирование должна проводить, конечно, экспертная организация. Да? А кто должен обеспечивать? Да? Кто должен обеспечивать? Мы сегодня считаем, что управляющие компании, так как они по жилищному кодексу берут свои обязательства перед жителями, что будут обслуживать и обеспечивать коммунально-бытовые нужды. На сегодняшний день заключений у нас нету, но мы знаем, что ряд управляющих компаний уже проводят мероприятия по техдиагностированию, в том числе и по Орджоникидзе-5, управляющая компания ЦАДС. Они тоже порядка, по-моему, 6 домов уже, проводят мероприятия по техдиагностированию. По данному дому, мы неоднократно выходили в контакт с управляющей компанией. С начала года с ними взаимодействуем. Их позиция тоже была о том, что дом сам в предаварийном состоянии. Наша служебная переписка об этом подтверждает. И мы вынуждены были сделать это отключение, потому что на сегодня мы не можем обеспечить безопасность жителей, так как оборудование действительно изношенное. Дом, если мне не изменяет память, 69-го года, считайте, это более 45 лет. Дом эксплуатируется, и газовое оборудование, в том числе и газопроводы в изношенном состоянии, в сильно изношенном состоянии. Поэтому сегодня мы пришли к тому моменту, когда риск несчастных случаев уже превысил тот порог разумного риска, поэтому мы вынуждены делать. А так, конечно, по требованию законодательства мы сегодня больше 30 лет дома, которые эксплуатируются, должны уже отключать от газоснабжения. С какого бока бы мы не смотрели на проблему, но все равно механизм один. Это управляющие компании должны изыскивать источники, заключать договора на техдиагностирование, получать результаты. По результатам техдиагностирования уже или продлевать эксплуатацию на 5 лет, либо же проводить комплекс мероприятий к приведению в соответствие. То бишь это или текущий ремонт частичный, или же в рамках капитального ремонта приводить к проектным значениям изначальным и, соответственно, тоже продлевать на 5 лет.
За это лето у нас ряд встреч было на уровне города, с управляющими компаниями встречались, с присутствием Ростехнадзора. Ну, в принципе, да, все понимают, что очень большой риск идет при эксплуатации многоквартирных домов с газопроводами, которые работают уже, так скажем, свыше 30 лет. На сегодняшний день количество домов настолько высоко по нашему городу, поэтому одновременное, значит, отключение, ну, практически невозможно. Это получается 1/4, да? Поэтому мы составили план-график отключений. Те дома, которые наиболее, газовое оборудование в которых наиболее изношено, да, и по ним уже мы по своему утвержденному план-графику начнем отключать. Мы ставим перед собой не самоцелью отключения, мы ставим перед собой задачи обеспечения безопасности. Если управляющая компания сегодня проводит мероприятия по техдиагностированию, соответственно, получает положительное заключение, тогда эти дома не отключаются. Мы исходим из того, что для целей безопасности населения.